В ноябре в Горной Ингушетии состоится открытие уникального музея под открытым небом. Он создан командой школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Музей будет располагаться внутри одной из жилых башен на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй. По словам организаторов, основная задача музея заключается не только в хранении артефактов, но и в создании пространства, где каждый сможет погрузиться в жизнь средневековых горцев. В настоящее время в коллекции уже около 500 уникальных находок. На территории Нижнего Пуя проводится исследование 6 башен и 3 склепов. Открытие музея является значимым событием для нашей республики. Это не просто музей, это живой уголок нашей истории, который позволит каждому посетителю окунуться в атмосферу средневековой Ингушетии. Мы должны сохранять и передавать нашим потомкам знания о нашем богатом культурном наследии. Благодарю команду «Наследие» и всех, кто поддержал этот проект, написал глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Активно ведется научная деятельность, в ходе которой были обнаружены не только артефакты, но и ритуальное захоронение жеребенка, что подтвердило существование погребального обряда, описанного первым ингушским этнографом Чахом Ахриевым. Также найден фрагмент деревянной двери, которой пользовались еще средневековые ингуши, оригинальные каменные полы и многое другое. Выражаю благодарность благотворительному фонду «Сафмар» и его основателю Микаилу Гуцериеву за неоценимую поддержку в создании школы «Наследие», которая вошла в долгосрочный проект по исследованию и реставрации более 3000 памятников ингушской средневековой архитектуры.